Сел в самолет. Так получилось, что здесь нас всего лишь 6 человек. Сейчас будем лететь. Летим на... Прибываем в Гавану. Лететь где-то пару часов. Короче, прилетел на Кубу. Только вышел из самолета, хочу зайти в аэропорт, забрать багаж и дальше задача заселиться. Вот такой вот здесь аэропорт. До сих пор ждем багаж. Непонятно, когда приедет. В общем, проснулся, выходя из номера, у нас здесь такой вид. Как будто в Адлере где-то. Пару стульев, стол, пепельница. Там видно море, корабль. Здесь такая площадка, где вещи люди сушат. Пойдем дальше, посмотрим, что здесь сделаем. Вот такой вот фруктовый салат мы принесли. Ну, нормально. Очень вкусные фрукты. Зашел позавтракать и понял, что далеко так не пройду, потому что очень тяжело, очень жарко. Сейчас хочу пойти арендовать скутер и объездить весь Варадер. Или возьму экскурсию куда-нибудь, потому что пешком это не вариант. Сейчас проверим, как работают на Кубе карты МИР. У меня карточка МИР Сбербанка. Здесь показано, что МИР принимает. Давайте проверим. Подождите, говорит. English. 2500 песо. Ага, denied. Пришел забронировать себе скутер, но не получилось, потому что не было интернета у них в офисе. Сказали, что это проблема компании, так иногда бывает. Я вышел, чуть время проведу, до тех пор, пока не арендую скутер. И то проверим, получится ли это сделать. Что там по документам и так далее. Скутер не получилось арендовать, потому что нужно было оплачивать картой. А российскую карту здесь невозможно с помощью российской карты здесь оплатить. Даже если ты покупаешь за наличку, то хотя бы 1% от суммы надо заплатить картой. Вот такие вот у них правила. Честно говоря, ничего интересного не увидел, даже что поснимать. Где-то до 5 часов еще часик здесь побуду и планирую выйти и искупаться на море. Это, думаю, получится без проблем. Сейчас у нас время 17-16. Уже можно пойти на пляж, потому что солнце не так печет. Если даже нам повезет, может получится посмотреть на закат Варадерский. Возле моря чуть-чуть прохладой такой легкой, приятной дает. И вот эти карибские пальмы, они просто выглядят замечательно, очень красивые, как в каких-то фильмах. Для меня большой плюс то, что здесь пальмы есть. Это одно из моих самых любимых деревьев. Вот эта кафешка, утром я здесь проходил, ни одного человека не было. Прохожу здесь вечером, по-прежнему никого нету. Пришло уведомление, что я сделал 10 тысяч шагов. Ура! Я рад. Вот так вот выглядит пляж. По моим наблюдениям, в основном здесь находится такой взрослый контингент. 45 плюс молодежи здесь практически нету. В среднем на одну девушку здесь как будто бы 2 мужчины приходится. Переизбыток здесь пацанов, по моим наблюдениям, и очень мало девушек. Не сказал бы здесь, что что-то такое интересное. Песчаный пляж, как песчаный пляж. Музыка какая-то отвратительная играет, местная, латинская. Реггетон называется. Это очень популярный здесь жанр. Меня вообще не вкатывает. Чтобы здесь человек спокойно, тихо музыку слушал, такого здесь не бывает. Вода, кстати, попрошу заметить, очень чистая. Очень пить хочется. Я думаю, у многих тех людей, или вернее у некоторых, кто смотрит данное видео, возникнут вопросы, почему в целом я не в восторге. Если я сюда приехал, я как бы должен был понимать, куда я еду, что здесь да к чему. А на самом деле я сюда ехал не целенаправленно, я здесь нахожусь 2 дня, чтобы отсюда полететь в Москву. Чтобы не умереть со скуки, я записываю вот это видео. Непонятно для кого и для чего. Таким образом у меня появляется ощущение, как будто я с кем-то говорю, а не говорю не сам с собой. Это место идеально подходит для какой-нибудь влюбленной пары, которая тащится друг с друга. Если так, чтобы они тапки в руки взяли и босиком так по пляжу гуляли, здесь тусовались, плавали. Для холостяков вроде меня не очень. Что нужно холостякам? Холостякам нужны одинокие девушки. Одиноких девушек, как я вижу, здесь очень мало. Приезжайте сюда, мой совет уже заранее, со своим человеком. Опа, здесь нашел я какую-то тропиканку, надо пойти спросить, может есть у них что-то там выпить. Первой тропиканке мне сказали пойти наружу, здесь продается, вышел наружу, мне сказали пойти дальше в ресторан. Домино катают пацаны. Просто ради интереса вам скажу, бутылочка 0,5 местной воды, которая называется Сьего Монтерео, и стоит она 50 кубинских песо. 50 кубинских песо это $1. А многие могут сказать, что вот в Сочи там бутылка воды может стоить 200 рублей, на Красной Поляне. Я так скажу, там хотя бы вода вкусная. Но для
для наших вкусовых рецепторов. Та же Бонаква намного вкуснее, чем вот это. Эта вода по вкусу примерно то, что в поездах дают бесплатную воду. Опа, здесь какие-то ящерицы огромные бегают. Я дождался заката и хотел бы вам сказать, что на Кубе реально потрясающий закат. Золотом по голубому цвету, я не знаю, картина действительно потрясающая. Без всяких приукрас словесных я это говорю и заявляю, что это реально потрясающий вид. День подходит как бы к концу и начинается вечер. Кстати, вот что хочу сразу вам показать. Вот так вот местные и туристы относятся к данным местам, к данным пляжам. Здесь все выбрасывают, берут бычки, закапывают в песок, потом банки пива закапывают в песок, стекла поломанные, это от бутылок пива, от бутылок Гавана Клаб. Вот, пожалуйста, вот еще бутылка пива. И вот так вот еще бутылка пива. Короче, все в пиве. Планирую сейчас прийти домой, переодеться. В шортах не очень хочется в бар приходить. Повсюду стоят вот сейчас зазывалы. Каждый приглашает в свой ресторан. По идее, вся вот эта тема должна греметь по-страшному. По логике вещей здесь должно быть очень много людей, много туристов. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en cono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Взял себе бутылку воды и иду в другое место. Людей не так уж и много, им весело, это самое главное. Следующая точка, которую я посетил ночью по дороге в парк, это был ресторан, который называется The Beatles, ну или кафе, которое называется The Beatles. Считается местной, так скажем, достопримечательностью, очень популярное место. Играют там каверы классического рока, Cranberries, AC/DC, Led Zeppelin и так далее, так далее. Понятно, Cranberries это уже немного по современнее, но в основном старинку играют. Короче, увидел толпу возле входа в парк и иду вместе с ней. Не понимаю пока, куда мы идем, но будет очень интересно, когда мы дойдем до определенного места. Я не знаю, если видно сзади меня, сколько людей туда путь держит. Morenita de mi amor, ven y aliviame las penas. Morenita de mi amor, ven, termina mi condena. Yo tuve un sueño contigo y en mi regazo. Вот, держу я путь сейчас в сторону своей комнатушки. Хотел еще поделиться, ни разу я с Кубы не вылетал, поэтому хочу поехать пораньше в аэропорт. Надеюсь, у меня получится вовремя приехать в аэропорт, зарегистрироваться, потому что не хотелось бы пропустить этот рейс. Пожелаю себе удачи. Я не то чтобы такой опытный путешественник или опытный летун, постоянно летаю. На 5 пальцах руки можно пересчитать, сколько раз я за всю жизнь летал. В целом у меня по Кубе следующие мысли. В этом месте, конкретно Варадеро, я не был нигде, кроме этого города. Я считаю, что это очень перспективное место. Здесь потрясающие пляжи, отличная природа, замечательный климат. Здесь очень большие перспективы. При нужных инвестициях очень комфортно было бы находиться вообще каждому туристу. Проблема в том, что здесь не принимают оплаты карт иностранных
МИР, российская карта здесь не везде оплачивается. Поэтому немного проблематично для туристов здесь где-то расплачиваться. Нельзя прийти в магазин, там купить бритву, допустим. У них есть специальные карточки, и вот по этим карточкам они могут покупать продукты. То есть ты не можешь прийти и купить за наличку какие-то вещи, какие-то продукты. Ту же воду, допустим, ты не можешь прийти и купить ее за наличку в супер, так скажем, маркет. А этой карточки, соответственно, у туристов нету. Эта карточка только у местных жителей. За наличку ты можешь купить воду и такие подобные вещи только в ресторанах, кафешках. К сожалению, сегодня такая обстановка, что это не происходит. Но будем надеяться, что все будет у Кубы хорошо. Пожелаем удачи этому государству, людям, которые в нем живут, чтобы они держали сейчас не очень простые времена, как для народа, так и в целом для страны. Мы желаем, чтобы они преодолели этот сложный этап как можно раньше и чтобы как можно быстрее у них начало все налаживаться. Вива Куба! До вылета осталось совсем немного. Я уже успел проснуться. Эту ночь практически не спал. Получилось уснуть только в 8 утра, 8-9 утра. Я поспал где-то 3-4 часа максимум. Присутствует такое небольшое волнение перед перелетом. В 16:00 в 4 часа приедет за мной таксист. И как бы немного даже переживаю, что он опоздает или приедет не вовремя, потому что здесь с пунктуальностью у людей не все в порядке. Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Ay, hombre. Si donde quiera que se mete su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa. A ver si puede fugarse sin que ya lo pueda ver. Y no tan pronto está de fiesta. Silvestre Felido tiene que echar a correr. Cuidado. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío se va a formar cuando mi gatito sepa